174 пожара на площади, пройденной огнем, 3 миллиона 911 га. В том числе принимаются меры по тушению 66 пожаров на площади 1 миллион 268 тысяч га на территории 17 районов. Это преимущественно западная группа районов, Вильюшская группа районов и центральная группа районов. Установился и уже практически третий месяц стоит очень высокий класс пожарной опасности. Это объективные данные. В класс пожарной опасности входят такие параметры, как температура воздуха, кроме того, отсутствие осадков и, конечно, ветровая нагрузка. Это все формирует класс пожарной опасности. Это объективные факторы, которые вот как раз дают предпосылки для возникновения множества лесных пожаров и увеличения площади. Тем не менее, лесопожарное формирование Республики Саха-Якутия, начиная от начальников, это лесничие, руководители тушения лесными пожарами, все находятся на передней линии борьбы с огнем. Нам существенную помощь оказывает федеральная группировка, порядка 600 человек у нас сегодня работает. И для сведения наших читателей хочу доложить, сегодня прибыла группировка 200 человек, это по прямому поручению президента Российской Федерации Путина. Первая группа уже выехала в Намский УЛУС, сейчас идет доставка. С главой Намского УЛУСа Слепцовым Юрием Иннокентьевичем мы созвонились, он будет обеспечивать приемку бойцов. Кроме того, буквально в 18:30 тоже прибывает борт, и мы встречаем группировку отдельную. Прибывают ребята по МЧС, по линии МЧС. Мы их перекидываем на лесные пожары Чурапчинского УЛУСа. Чурапчинский УЛУС тоже предупрежден, будет обеспечена встреча, отдых и размещение по кромкам действующих пожаров. Группировка прибывает в Полярный, аэропорт Полярный, и ночью сделаем один рейс. Остальных ребят вывезем утром, и вот эту группировку вывезем на действующий пожар Горного УЛУСа. Сегодня мы получили хорошую новость о том, что решением Дальневосточной комиссии выделяется дополнительное финансирование порядка 150 миллионов для закупки гусеничной техники. И мы намерены эту технику направить по тем населенным пунктам, которые имеют непосредственное примыкание к лесному фонду. Очень много населенных пунктов, которые примыкают. И вот эта техника по нашему замыслу оперативного штаба республики должна постоянно базироваться в селах в целях прокладки минполос и борьбы с лесными пожарами. Самый эффективный способ борьбы – это, конечно, прокладка минполосы. Надо понимать, что лесные пожары путем орошения и тушения водными растворами невозможны. А пожары на основных площадях ликвидируются посредством опашки, прокладки минполос, опорных полос и контролируемых отжигов.